Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... Ключевой площадкой для взаимодействия Турции с государствами Центральной Азии сегодня является Организация тюркских государств. Изначально организация называлась Тюркским советом. Она была основана в 2009 году. Под руководством Реджепа Таипа Эрдогана Турция активна в Организации тюркских государств, в которую также входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Венгрия, выступающая в качестве государства-наблюдателя. С момента создания Организация тюркских государств выполняет очень важную миссию. Она играет основную роль как для всего региона, так и в мировой политике. Вместе с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым структура Организации тюркских государств набирает обороты и становится еще более авторитетной. Общие корни и общий язык составляют основные элементы этого развития. Под эгидой ОТГ действуют такие структуры, как Тюрксой, Международная организация тюркской культуры, Тюркпа, Парламентская ассамблея тюркских государств, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин тюркоязычных государств. За годы работы этой организации с культурой и идеями Турции познакомилось достаточно большое количество жителей Центральной Азии. Последние 2 года, помимо культурно-гуманитарного блока, Турция все увереннее продвигает инвестиционные, логистические и энергетические проекты, а также на двусторонней основе развивает сотрудничество в военном секторе. На сегодняшний день в рамках ОТГ разрабатывается до 40 проектов и программ, а к 2026-2028 годам планируется формирование общего рынка товаров, инвестиций, рабочей силы и услуг. ОТГ стал маяком, объединившим страны-участницы под знаменем их общего тюркского наследия. Первоначально большинство рассматривало организацию как культурный форум, однако со временем стало очевидно, что Организация тюркских государств предлагает гораздо больше, чем просто форум по культурным вопросам. Текущая геополитическая напряженность и возникшая вследствие этого турбулентность мировой политики создают объективные условия для возрастания значимости неполитизированных и невоенизированных организаций. В этих условиях Организация тюркских государств стала привлекать внимание не только государств Центральной Азии, но и другие страны, в частности КНР и Россию. Турция заметно усилила свои позиции в оборонном секторе государств региона, ведь эксплуатация беспилотных летательных аппаратов требует особой программы обучения и подготовки персонала, что дополнительно повышает значение оборонного сотрудничества. Что касается экономических отношений, то Турция, безусловно, один из ведущих торговых партнеров стран региона. Причем экономическое взаимодействие часто осуществляется не только в сфере государственных проектов, но и на уровне среднего и малого бизнеса. Надо отметить также, что в идеологическом плане Турция предлагает государствам региона образец успешного развития, который очень близок к традициям Центральной Азии. Турецкая модель демонстрирует сочетание сильной власти, демократических политических институтов, уважения к исламским и традиционным ценностям и сильную социально ориентированную рыночную экономику. В центре Гейдара Алиева состоялась торжественная церемония открытия Дней культуры Узбекистана. Для участия в мероприятии в Баку прибыли известные деятели искусства этой страны, а также ведущие художественные коллективы. Как отметил первый заместитель министра культуры Узбекистана Бахудир Ахмедов, подобные культурные инициативы наглядно демонстрируют прочность братских связей между Баку и Ташкентом. Узбекистан, Азербайджан, маданият куллары. За последние 3 года Дни культуры Узбекистана и Азербайджана получили очень серьезное развитие и вышли на качественно новый уровень. Год назад Дни культуры Азербайджана с большим успехом прошли в Узбекистане, в Ташкенте и Самарканде. В предыдущие годы Дни культуры Узбекистана были организованы в Баку, а также в городе Шуша. В рамках Дней культуры Узбекистана была организована фотовыставка, посвященная культурному наследию, истории и современному развитию страны. Экспозиции знакомят гостей с национальными традициями, обычаями, ремеслами, вышивкой и
и богатой кулинарной культурой Узбекистана. Эти отношения берут начало еще со времен великих мыслителей и поэтов Алишера Наваи и Низами и продолжаются до наших дней. Я очень рад, что как тарист и музыкант могу внести пусть и небольшой вклад в развитие этой дружбы, особенно в укрепление культурных связей между нашими странами. Я неоднократно становился победителем конкурсов, проходивших в Узбекистане. Кроме того, был избран культурным послом Узбекистана и принимал участие во многих престижных мероприятиях в этой стране в качестве почетного гостя. В 2009 году я получила бронзовую награду на международном фестивале Мугама. Тогда я исполнила одни из самых любимых для меня произведений – «Карабах Шикестасе» и «Баяты Шираз». И не только я, весь узбекский народ с большой любовью относится к азербайджанской музыке. Дни культуры Узбекистана пройдут с 14 по 20 декабря. Уже 15 декабря состоится первое заседание совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана. Церемония закрытия пройдет в средней школе имени Мирзы Улугбека, построенной и введенной в эксплуатацию братской страной в 2023 году в городе Физули. Мен адави псевдонимim Баяс Турал, жазуучу жана окумуштуу адаммын. Мен биринчиден бул ушу жаңы жыл алдында бир ушундай бир улуу иш-чараны өткөрүп аткан Азербайжан бир туугандарыбызга, буга чейин түрк туугандарыбыздын жеринде өткөн, жалпы ушул бир түрк элинин бир улуу уулу катарында ушул bir ызат суй урмат катары ошонун ысмын көтөрүп анын чыгармаларын дүйнөгө жайылтып аткан ушу боордош туугандарыбыз катары Азербайжан элине, жалпы өкмөткө, мамлекетке жана ушул Түрк парламенттер ассамблеясына өтө чоң ыраазычылык билдирем кыргыз элинин атынан. Биз бул нерселерди, иш-чараларды биз көп уюштурушубуз керек. Себеби бүгүнкү күнү глобалдашуу маселеси келген учурларда ошо биздин Чыңгыз Айтматовдун дагы бир жакшы мурас сөзү бар болчу. Ал айткан: бизде түрк элдерин бириктирүү үчүн bir жаңы модельди ойлоп табуунун кереги жок. Бизде мына Евросоюздун модели турат. Дал ушуну алып биз түрк элдери биригишибиз керек. Келечекте биз түрк мамлекеттерин биримдигин түзүп, дүйнөгө өзүбүздүн жалпы түрк маданиятты көтөрүшүбүз керек деген. Мына ушул мурасты аткарууда Түрк парламенттер ассамблеясы, Түрксой уюму жана түрк маданияты түзүлгөн экен. Ушу жерде жетекчилери менен таанышып, мен абдан чоң кубанычтуу болуп атам. Биз ушул уюмдарды күчтөнтүп, ушул бир маданиятка кайрадан биз түйүндө баарыбыз Алтай үй бүлөсүнөн чыккан элдербиз. Ошо Алтай үй бүлөсүнөн чыккан элдер кайрадан биригип, bir улуу маданиятты куруп, биз бир күчтүү келечекте бирдиктүү, ынтымактуу бир улуу элге айланышыбыз керек. Биз бирикпей туруп бир улуу маданиятты, цивилизацияны түзө албайбыз. Биз улуу цивилизацияны түзөбүз десек, Европанын деңгээлиндеги цивилизацияны түзөбүз десек, биз ошондой биримдик керек. Ошон үчүн мен ушул иш-чараларды уюштуруп аткан жана şu Azerbaycan жерине чакырган Түрк парламенттер ассамблеясына да бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Жана азыр абдан конференция жакшы өтүп атат. Мындан мен бир нерсени билгилеп кетсем, ушул Чыңгыз агабыз менен бирге жүргөн, бирге турган эки бир улуу инсан катышып атат. Бул ошо Азер элинин улуу жазуучусу Анар биздин агабыз арабызда отурат. Ал ошо Чыңгыз Айтматов менен кандай жүргөнү жөнүндө өзүнүн эскерүүлөрүн айтты. Андан баштап казактын улуу акын Муктар Шаханов отурат. Мына ушулар Айтматов менен бирге жүргөн адамдар. Биз мына жаш акын жазуучулар көрүп калдык. Биз бирок мындай болуп жанында жүрүп, биз мындай сүйлөшүп, көп нерселерди сыралышкан эмеспиз. Мына ушул адамдардын сүйлөп атканы биз үчүн чоң эстелик, жана биз абдан ушулар келип катышып атканда чоң ыраазычылык билдиребиз. Алдыбызда дайыр 5-6 күндөн кийин жаңы жыл келип атат. Бул орус аркылуу бизге кирген жаңы жыл майрамы бүт дүйнөдө майрамдалат. Ал эми бизде түрк элдери, Иран, байыркы Туран элдери Ноурус майрамы биз жаңы жыл деп эсептегенбиз. Эми бул жыл алмашат. Şu жаңы жыл алдында мен
Жалпы ошо Türk ellerine, bardıq dünyada geldiler yarın içinde жалпы Türk ellerine ынтымақ, birimdik, anan bir ulu sivilizasyon tüzüğü bet algan jolga düşüşün bağlı edelim. Rahmat, çok rahmat. В 1981 году в Москве в колонном зале Дома Союза Азербайджан проводил 840-летний юбилей Низами Гянджеви. Там было очень много приглашенных. И я был в качестве организатора, работал тогда заместителем Алиева Гайдара Алиевича. И неожиданно ко мне подошли работники, что пришел Чингиз Айтматов. А я понял, что мы его не приглашали. Я быстро его нашел, подошел и извинился перед ним. Я говорю, извините, Чингизака, что мы вам приглашение не послали. Это очень хорошо, что мне не послали приглашение, потому что вы убедитесь, что я пришел искренне, с чувством долга и перед азербайджанским народом, и перед Низами Гянджеви. Он не только присутствовал, но он выступил с прекрасной речью. Речь была очень короткая, но очень насыщенная была. Пользуясь случаем, передаю привет и наилучшие пожелания кыргызскому народу. И хочу, чтобы в Кыргызстане было бы и с точки зрения сугубо тюркского самосознания, верны заветам Чингиза Айтматова, и с точки зрения задач современных, чтобы Кыргызстан развивался успешно. Не только внешность рисует образ человека, но и его голос. Наша жизнь во многом зависит от голоса. Он является инструментом самовыражения, залогом успешной коммуникации и показателем личностного роста. Осман Татамиров – замечательный бархатный баритон, ведущий солист Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, имеет огромный репертуар песен на русском, казахском, английском и итальянском языках. Ничто не предвещало моей творческой вообще судьбы. Родился я в обычной семье в городе Чымкент, на тот момент, сейчас он называется Шымкент. В городе Чымкент родился в многодетной семье, у нас было 5 сыновей в семье. Учился в обычной советской школе, школа номер 40 имени героев Краснодона. Вот так вот. И потом где-то в классе 9 меня, как и многих, наверное, юношей в то время, в таком возрасте, как бы потянуло на гитару, петь песни под гитару. Вот во дворе мы уже собирались, юноши, девушки присутствовали, девочки, одноклассницы, может быть. И мы все, причем не я один, мы как будто все ребята, многие одноклассники начали пробовать на гитаре петь. Ну и у меня как-то это дело пошло дальше. Начало проявляться. Ну вот никто как бы меня и не замечал. Я вот учился в школе, а потом, и вот такой, можно так сказать, в школе уже мы начали на концертах с друзьями выступать, просто под гитару петь. Абсолютно никаких у меня там сверхъестественных музыкальных способностей я еще, может быть, не проявлял. Вот так вот. Но потом в дальнейшем уже были какие-то концерты, я выступал, потом уже сам один выступал, то есть сначала с друзьями, потом один выступал, потом после школы вот, был даже какой-то, я помню, я учился 1 год в профтехшколе, и там был конкурс областной, и я 3-е место. Творчество, конкурс творчества. Это профтехшкола была, там не связанная с музыкой. Там я учился на художника-реставратора памятников деревянного зодчества уже после 11 классов. 1 год так получилось, учился я. И вот там под гитару пел песню уже в большом зале. И мне 3-е место дали. И какую же песню пели?
Как назывался? Честно, не вспомню даже, какую песню. И слова даже не вспомню. Это было очень давно. Это было где-то в 2000 примерно году. Вот так. А потом уже после ребята, многие начали советовать. Давай, поступай в музыкальный колледж. Так-то, потому что, ребята уже подружился с ребятами уже с музыкантами, которые сами учились на тот момент в колледже музыкальном, и они мне все уже многие посоветовали: давай, у тебя что-то есть, может получится. Ну и вот и поступил в колледж музыкальный, отучился в колледже по специальности оперное пение. Потом после колледжа приехал в Алмату. Поступил также дальше, 5 лет отучился по специальности оперное пение в консерватории. И когда вы вышли на большую сцену, с какими песнями? Первый раз, опять же говорю первый раз, именно если просто, как называть, сцену большую, то это был конкурс, наверное, где я 3-е место взял. А вообще уже, как говорится, именно по специальности вышел на большую сцену. Это, наверное, будучи студентом 1-го курса в колледже, это был 2001 год. Да, 2001 год. Я был студентом 1-го курса в колледже. Мы ставили, у нас при музыкальном колледже был студенческий театр оперетты. И мы силами вокального отделения, хоровое отделение, оркестр колледжа, мы ставили постановку, музыкальную комедию Узейра Гаджибекова «Аршын Маалан». Вот так вот. И мне очень повезло, я считаю, что это такое, как сказать, провидение судьбы, наверное, что именно мне так повезло, и меня сразу, я только студент, 1-й курс пришел, зеленый, а меня уже взяли в постановку, и я играл Султанбека. Аскер, там уже матерые ребята, сильные играли. А партия Султанбека, который отец Гюльчохры, доверили мне. Она такая комедийная была, такая комическая роль была, у меня получалось. И мне доверили эту роль, и для уровня студенческого театра оперетты мы даже очень с большим, огромным успехом ездили по многим районам Чимкентской области с этим спектаклем. «Аршын Маалан» — это замечательная вообще музыка, красивейшая, великого композитора Узейра Гаджибекова. И это, наверное, первый был мой выход на большую сцену. А скажите, это так получилось, петь, я поняла, да? Или это ваше призвание было? Или все-таки у вас призвание что было? Нет, я был обычным школьником в школе. Ничем... Хотели быть космонавтом, как многие мальчики тем были. Не могу я вам сказать, кем я хотел быть. Ни о чем таком не мечтал. Просто был обычным ребенком. Играл в футбол также со всеми во дворе. Увлекались мы, я не знаю, какие-то у нас увлечения были, наверное. Мы шахматы с ребятами играли. Увлекались, наверное, фантастикой научной. Вот так вот. А потом вырвалось это наружу, можно так сказать. В каких еще больших сценах, где вы пели? Потом уже, конечно, со временем вообще выступления по ходу учебы в колледже и потом затем в консерватории. В колледже, например, у нас и продолжались другие постановки хорошие, большие. И также мы выступали в разных концертах и в конкурсах участвовал я. Потом, закончив консерваторию, я сразу после консерватории пошел в театр оперный «Готоп» имени Абая, Алматинский театр оперный. Меня приняли в стажерскую группу, и уже там непосредственно по специальности, как профессиональный исполнитель, я стал уже работать в театре. Первый мой спектакль был Гаэтана Доницетти «Любовный напиток». Я там исполнил партию Белькоры. Вот так. Потом уже были постановки разные, поездки, гастроли и во многих странах. И были выступления и в Берлине,
и в Вене, Берлин, Германия, Вена, вот, Австрия, Париж, Франция, Рим, Италия, Греция, Дубай, Москва, Минск, Белоруссия, Китай, у нас было турне по Китаю. В общем, выступали перед многими народами. Помимо оперных и классических произведений, также исполняет песни из репертуара Антонова, Хиль и Магомаева. Перед Что многими у вас людьми. было в репертуаре? Что именно В репертуаре, ну, на концерты мы исполняли такие, как говорится, популярные классические арии, будь то куплеты Эскамилио, ария Фигаро Россини, куплеты Эскамилио Бизе из оперы «Кармен». Вот казахские народные песни пели. Вот. А непосредственно уже работая в театре, у меня уже был потихоньку набирал я репертуар классического оперного певца. Это и вот первый спектакль мой «Белькоре» Доницетти. Потом и вот пел я и Штрауса «Летучая мышь», партию Орловского исполнял, и Фалька исполнял, там, например, Вагнер, Вольфрам, Верди, несколько опер исполнял, будь то в «Риголетто» участвовал, пел Рената в «Бал-маскараде». Ну, в общем, много классических таких вот популярных опер. Да, и до сих пор продолжаю, работаю над репертуаром потихонечку. Вот недавно у нас была премьера. Осман, я вас перерву, пожалуйста, чтобы зрителям не было скучно. Я думаю, что вы попробуйте немножко для наших зрителей, чтобы они послушали ваш голос. Такая старинная итальянская есть ария, барочная, называется «Come raggio di sol». Come raggio di sol mite sereno, come raggio di sol mite sereno, sopra placidi flutti si riposa, mentre del mare nel profondo seno sta la tempesta a sposa. Вот такой маленький фрагментик. Вот. Ну и помимо оперы я очень сильно люблю популярные ретро-песни, которые звучали, были написаны в 40-х, 50-х годах. Очень люблю творчество Рашида Бейбутова. Вот, и это произведение мне очень нравится. И я думаю, всем все тоже любят. Да, вот поколение ваше, я думаю, им будет приятно услышать эти строки. Воды Арыка бегут, как живые, переливая, журча и звеня. Возле Арыка я помню впервые глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Вот такая прекрасная песня. Вы еще как-то напоминаешь, что вы еще на казахском пели? Да, конечно, мы работаем в оперном театре. Я работаю в Казахстане обязательно, мы поем казахские оперы. И тем более у нас, вот я хочу, наверное, пару строк спою произведения великого композитора казахского Абая Кунанбаева. Тем более наш театр носит имя этого великого человека. И я думаю,
эти строки очень-очень всем известны, не только в Казахстане, а во всем мире. Это одно из величайших произведений. Песня называется «Көзің қарасы». Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың шарасы, бітпейді іштегі ғашықтың шарасы. Вот такие маленький отрывочек из этого произведения. Схожесть их голосов позволила Осману иметь второе сценическое имя Магомаев. Осман благородный, артистичный, харизматичный певец. Осман Татамиров, лауреат фонда первого президента Казахстана. Он любимец любой публики, и взрослых ценителей оперы, и молодых людей с тонким музыкальным вкусом. Вернемся к вашей семье. Я, насколько поняла, у вас интернациональный семья. Да. У меня мама русская, отец турок, ахска. У вас 5 братьев, скажите. Да, нас 5 братьев в семье. А чем они занимаются? Они, работают кроме... Нет, абсолютно. И в моей семье родители тоже не музыкальные. Я не знаю, каким образом. Мама говорила, что просто любила петь, когда еще до того, как я родился. Вот Вы так слышали, вот. наверное, маму? Да, но я, если честно, может быть, услышал, если и слышал, то, наверное, в утробе матери. Да. Я не знаю, вот так вот, чтобы кто-то пел прямо явно, вот у нас такого не было никогда. Как-то оно само родилось. Наверное, видимо, когда был в утробе матери, мать пела, наверное, и как-то оно передалось. Как-то вот так вот. А братья мои, они все занимаются абсолютно не связанными с музыкой делами. Кто бизнес, кто чем, вот так вот. А вот, может быть, некорректный вопрос, конечно, но все-таки мама русская, а детей воспитывает мама. Нет. У вас на русском языке есть, о чем поете Нет, вы? в семье, в принципе, мои братья все говорят на моем языке. Я вот плохо говорю, потому что на турецком. Все, воспитывали, может быть, мне кажется, нас воспитывали у нас так по-советски, вот так вот, в таком советском духе. Да, и мы жили в городе. У нас, я считаю, хорошо, у нас была очень такая интернациональная компания во дворе. Очень много ребят разных национальностей было. И мы все очень жили дружно. И у меня до сих пор друзья, вот все друзья разных национальностей. У вас в семье дети свои есть? У меня? Да. Да, есть. Сколько? 3. Они по стопам отца идут или как? Пока они просто дети. Мы пока детей? 3 детей. Девочки, мальчики, у вас как? Дочь, сын, дочь. Когда вы поете, они внимательно слушают или просто Нет. так? Это отец поет? Нет, они слушают, и они сами тоже со мной поют. Я им под гитару играю, они поют. Мы иногда так. Семейный ансамбль? Да, можно, нет, ансамбль это будет высоко сказано. Это просто так вот, мы балуемся дома, и они так иногда поют, я им подыгрываю. Но я пока детей, мы пока, не втягиваем, не заставляем что-то делать. Они пока, они выберут, придут. Если это есть в душе, внутри, это прорвется наружу, я думаю, обязательно. Ничего вроде, музыкальность какая-то там, чувство ритма, чувство интонации, слух, все есть вроде вот так. Но я их пока, они маленькие, вот дочка у меня старшая в 3 класс пойдет только, сын средний, он в школу только в 1 класс пойдет, а младшая еще совсем маленькая, ей 3 годика всего буквально будет. Кстати, вот, знаете, у нас программа, называется «Мосдружба». Как вы оцениваете вот такие качества, как дружба? Вот, допустим, как люди должны дружить в самом деле? Дружба – это очень важная
вот очень важное качество, наверное, у людей, и оно должно быть у людей, потому что я думаю, человеку, если у него нет друзей, это тяжело. И это такая дружба должна быть бескорыстная, простая, человеческая, от сердца, от души, да, вот так вот. У меня вот мои друзья, опять же, повторюсь, все разных национальностей, и мы, вот даже, хоть мы и не все они мусульмане среди моих друзей, но мы очень, вообще очень дружны и очень друг друга любим и уважаем вот, да, все традиции, без всякой корысти, и очень любим друг друга, в общем, вот так вот. И они, я знаю, что мои друзья всегда рядом со мной, даже будучи в других городах далеко, но они здесь, в сердце моем, всегда рядом, и они всегда придут на помощь. А вот в будущем ваш проект есть какой-то в связи с вашим деятельностью, с вашим пением, скажем? В будущем, ну, ближайший проект, мечта на меня. У меня вот мечта вообще вот относительно всей планеты, всего мира, чтобы было добро вот на Земле, вот просто чтобы было добро, чтобы все было по правде и чтобы были только добрые дела на планете, вот так. Я своим творчеством хочу дарить людям счастье, чтобы люди посредством моего творчества могли иногда всплакнуть, что-нибудь вспомнить доброе, хорошее. Это вот и наша и есть работа, работа артистов, когда мы выступаем, чтобы люди приходили в театр и смотрели на нас, и чтобы переживали какие-нибудь чувства, какие-то эмоции.
О пользе тыквы для здоровья человека знают многие, поэтому широко используют этот овощ в кулинарии. Однако не все хозяйки знают, что из тыквы можно приготовить очень вкусное варенье, которое может использоваться не только в качестве самостоятельного десерта, но и как начинки для многих видов выпечки. Первым шагом к приготовлению любого блюда из тыквы является ее предварительная подготовка. Для начала нужно взять тыкву и хорошенько ее помыть снаружи. Если плод большой, то его можно просто протереть мокрой тряпочкой, а затем вытереть насухо чистым полотенцем или бумажной салфеткой. После промывки приступают к разделыванию тыквы. Для этого понадобится кухонная доска и большой, хорошо заточенный нож. Тыква может быть очень твердой, поэтому хозяйке придется приложить некоторые усилия, чтобы ее разрезать. Сначала плод разрезают вдоль на 2 равные половины. Внутри тыквы находится семенная камера, которую руками вычищают из обеих получившихся половин. Волокна этой камеры выбрасывают, а семена можно засушить и употреблять в пищу. Затем каждую половинку тыквы разрезают на крупные куски любой формы, с тыльной стороны которых аккуратно срезают твердую кожуру, а с внутренней удаляют оставшиеся волокна. Очищенные крупные куски тыквы разрезают на более мелкие в соответствии с рецептурой варенья. Варенье будет вариться довольно долго, не менее 1 часа. Его готовность можно определить по внешнему виду кусочков тыквы. Они станут прозрачными.